Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Меня зовут Давидова Эльвира Халиловна. Я работаю на протяжении 10 лет воспитателем и 4 года воспитателем по обучению детей татарскому языку в детском садике номер 39 «Веселый улей». Разрешите поделиться своим опытом на тему формирования коммуникативной компетенции на ООД по татарскому языку в дошкольном образовательном учреждении. В последние десятилетия происходит переориентация оценки результата образования с понятия подготовленность, образованность, общая культура, воспитанность на такие понятия, как компетенции, компетентность. В общей педагогике по термину компетенция подразумевает совокупность взаимосвязанных качеств личности, знаний, умений, навыков, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним. Формирование коммуникативной компетенции является одной из актуальнейших проблем на всех ступенях образования, основа которой закладывается в детском саду. Практика работы в дошкольном образовательном учреждении на протяжении 4 лет в качестве воспитателя татарского языка позволила мне на практике убедиться, что потенциал формирования коммуникативных умений, навыков занятий по татарскому языку достаточно велик. Самое главное, такие занятия способствуют реализации закона РТ о языках, то есть помогают русскоязычным детям строить личностные и деловые коммуникативные сотрудничества на втором государственном языке. Исследователи говорят о том, что среди средств, способствующих формированию коммуникативной компетентности в 6-7-летнем периоде развития ребенка в условиях обучения называется диалог, создание сюжетных ситуаций, организация самостоятельной деятельности, игровые ситуации. Именно такие средства активно используются на занятиях, начиная со средней группы. Приведем пример часто используемой сюжетной ситуации. Акбай собирается прийти в гости к ребятам, а посуды нет. Ребята самостоятельно ищут выход из проблемы, которые в конечном счете озвучиваются, как надо сходить в магазин. Далее сюжет развивается в следующем направлении. Ребенок-покупатель называет цвет, размер, количество необходимой посуды на вопросы ребенка-продавца. Работа по развитию диалоговых навыков между сверстниками начинается в средней группе. Ситуация угощения друг друга, просьба о чем-либо активно продолжается в старшей. Ситуация в магазине, разговор по телефону и подготовительной группе. Ситуация в кафе, разговор по телефону, в школе и так далее. Таким образом, на занятиях формируются коммуникативно-речевые компоненты, которые подразумевают умение выразить свою мысль в устной форме, согласно нормам татарского языка. Способствует повышению мотивации коммуникативной деятельности, театрализованная деятельность. Отметим, что театрализованная деятельность, как средство формирования коммуникативной компетенции, не раз становилась объектом исследований в диссертационных исследованиях. Однако потенциал занятий по татарскому языку ранее не рассматривался. Тем не менее, на занятиях мы с детьми инсценировываем сказки «Шалкан», «Репка» и «Шаю, три медведя». Элементы театрализации присутствуют в импровизационных моментах, когда ребенок средней группы по своему усмотрению переодевается бабушкой, дедушкой, папой, мамой, приходят в гости, а остальные дети приглашают его к чаю, предлагая угощение. В старшей группе ребенок способен вести речь не только от имени члена семьи, но и перевоплощать животное, птицу. Такая работа способствует созданию коммуникативно-деловой основы взаимоотношений дошкольников со взрослыми и сверстниками. Подытоживая вышесказанное, хочется сказать, что нельзя недооценивать потенциал занятий по татарскому языку, формирования коммуникативной компетенции. Участвуя в диалогах, ища выход из проблемных ситуаций, перевоплощаясь в образы других людей, животных, сказочных персонажей, дошкольник к концу выпускной группы, как правило, приобретает достаточно прочные коммуникативные навыки, умения по татарскому языку, чтобы в дальнейшем совершенствовать их в условиях школы.